Деформационный шов между блоками и проблемы с кровлей. По словам присутствующих, центр был построен на участке с большим количеством подземных грунтовых вод. Из-за движения почвы под их влиянием здание быстро пришло в негодность. Предположительно, проблемы связаны с отсутствием дренажной системы. Ну, что это в последующем грозит? Разрыв. Грозит чем? Если дальше пойдет, то это чревато серьезным последствиям. Само здание ушло. Посадка здания получилась. Там в середине нет этих трещин. Там само здание уходит. В середине этого блока есть разрывы внутри. С той стороны. Внутри идут в двух сторонах. Это акт преступности. Здесь дети. Вот в чем вопрос. Все документы, все правовое управление юристом Министерства образования, сформулируете рабочую группу. Руководитель образовательного учреждения Ахмед Цечоев также отметил, что согласно ежеквартальным наблюдениям здание проседает в почву на 3 сантиметра. В связи с изменением геометрии объекта часто происходят разрывы коммуникационных и электрических сетей здания. Помимо этого в центре не функционирует система вентиляции, что создает серьезные проблемы при организации плавательных занятий в бассейне. С наружной части здания под оконными проемами систематически образуются сырость и конденсат, разъедающие кирпичную кладку. Маркер, если поставить, насколько? 7 сантиметров видно. Ну, 7 сантиметров мало или много? Это много. Очень много. Очень много. Берешь, хозяйка, дешевле ждут. Мы маяки ставили. Ну и? В 3 месяца один раз у нас разрывается маяк. 3 месяца раз? Да. Разрыв какой? Там начиная от 5 до 8, до 9. Не, ну вот этот разрыв, он такой естественный. Вот плита лежит. Вот. Я вижу. Да. Но нет, конечно, она отошла еще. Я и говорю. Это неестественно. Образованно. Берешь, релыш, нахмадия. Массагу у вас педагог? 93. Кроме вспомогательного учебного И воспитания. около 500 детей. Вот сейчас как ее вот в этой ситуации? Каждый раз переделывать. Плита ушла. Она же не остановится. Подрядчик, возводивший коррекционную школу по проекту, ежегодно проводит проверку и на свои средства проводит частичный ремонт, чего в сложившейся ситуации недостаточно. После завершения оценочной работы комиссией будет рассмотрен вопрос проведения капитального ремонта здания с элементами реконструкции. Здесь нельзя детей оставлять. Пока визуально. Значит, мне нужна экспертиза, и мне нужно на кратчайшие сроки. Чтобы специалисты в части геологии, геодезии, если нужно, водообеспечения, водоотвода. Вот эти специалисты, они потом изучают, каждый свою часть пишет, и все подписываются. Сразу после завершения правовой экспертизы глава Ингушетии примет решение, приостанавливать учебный процесс или нет. Муслим Ганиев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.